Почти на всей территории Якутии установились долговременные 50-градусные морозы. В это время специалисты Сахатранснефтегаз круглосуточно работают в ускоренном режиме для обеспечения теплом и светом якутян. О том, как работают газовики в эти дни, в репортаже ЕСИА. По будням в аварийно-диспетчерскую службу города Якутска поступает в среднем по 20-25 звонков. Специалисты сразу же выезжают на место инцидента и устраняют проблемы. Некоторые вопросы могут также разрешать диспетчеры. В связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 работа нашей службы, конечно, усложнилась, потому что мы напрямую работаем с абонентами, мы посещаем их ежедневно, ежечасно, можно сказать. И мы, конечно, соблюдаем все меры безопасности. Наши работники при малейших признаках ОРВИ сдают анализы на ковид. Все оснащены средствами индивидуальной защиты, масками, антисептиками. В связи с пандемией у нас, конечно, было очень сложно в 2020 году выполнить плановые работы, потому что очень много абонентов болели. Мы не могли им попасть, мы переносили графики технического обслуживания. Сложно было производить ремонтные работы у абонента, где котел остановился, а он на самоизоляции сидит. На сегодняшний день мы обслуживаем более 15 тысяч абонентов в частном секторе и многоквартирные дома более 38 тысяч квартир. Ежегодно нам поступают ремонтные заявки около 10 тысяч именно ремонтных заявок, и бывает еще около 2500 заявок по замене крана, шланга, переноса счетчика, сварочные виды работ и другие работы. Житель города Якутска Афанасий Баишев обратился в газовую службу для устранения неполадок с газовым котлом. По словам мужчины, специалисты приехали очень быстро, в течение 30 минут. Так, мы вот пришли по адресу Билибина. Тут у газового котла есть проблемы с датчиком, потому что забор воздуха делал он с улицы, поэтому тут образовался конденсат. Из-за этого котел в случае чего отключился. Так, сейчас я посоветовал бы абонентам в зимнее время забор воздуха сделать не с улицы, а с помещения. В таком случае газовый котел будет работать нормально в штатном режиме. Согласно закону, мы обязаны провести техническое обслуживание реже одного раза в год. То есть каждый год газовый котел должен, на газовом котле должны провести техническое обслуживание. Да, я посоветовал бы вот в наших климатических условиях дом без присмотра не оставлять, потому что в случае остановки газового котла, там, хотя бы на 1 час, если котел остановился, можно всю систему разморозить, если там вода залита. Я бы посоветовал в этом случае, если вы на работу выходите, там, посоветовал установить GSM-оповеститель. Допустим, у вас, если котел остановится, он вас оповестит о том, что газовым котлом есть проблемы. Работники Сахатранснефтегаза рекомендуют якутянам соблюдать все меры предосторожности и следить за газовым оборудованием. При утечке газа необходимо позвонить в аварийную службу по номеру 04 с мобильного телефона 104.